К нам в студию обратился пенсионер, инвалид второй группы, кавалер Трудового Красного Знамени, да и что тут говорить, просто житель нашего города, который вот уже 4 последних года ходит по разным инстанциям, чтобы решить вопрос ремонта придворовой территории дома номер 4 по проспекту Ленина. Всю свою трудовую жизнь Крючков Валерий Алексеевич проработал на вагоно-ремонтном заводе в литейном цеху. Не раз становился отличником социалистических соревнований, почетный донор России, отец 2 сыновей. Много разного было в его жизни, но все преграды он достойно преодолевал, кроме той, которая вот уже несколько лет не дает ему покоя. Когда еще была мэром города Полукарова, к ней 1000 раз ходил. Обещания она давала 1000 раз. Обещала. Ну, кое-что сделала, конечно. Вот скамеечку сделала в детской площадке. Песочницу сделала. Песочница была разбита. Потом у нас крыша, вот ураган был. В 2 местах, вот в 2 подъездах крышу сорвало. Все. И это ураган был, клен, большой был клен. Тоже сломала его. Балкон на 2-м этаже у нас. У меня сетки сломала, москитные. 0 внимания. Ходили к этому управляющему. Бесполезно. Заявление написали. 0 внимания. Вот эта дорога, буквально несколько метров, полуразвалившееся крыльцо и есть причина бессонных ночей пенсионера. Как дома поставили в 65-м году, в 64-м, 63-м, вот 2-й дом. Поставили один раз асфальт, и все. Уже 60 лет, почти 60 лет уже. Асфальт даже не ремонтировали. И не думают ремонтировать. Вот я ходил сюда, администрацию, говорил об этом. Обращение было не раз, со 2-го дома особенно обращение было там, потому что там много машин, и газели, и машины там. И они обращались, что асфальт сделать. И вот в этом году, говорит, наметили. В 2-м доме асфальт только сделают, а в нашем доме опять не будет. Валерий Алексеевич лично решил показать нам проблемные места. Мы обошли двор, запечатлели огромные лужи, довольно глубокие ямы на тротуаре, которые с большой вероятностью могут стать причиной разных бед. Обманчиво красиво выглядит площадка перед домом номер 2 и возле мусорных контейнеров, пока нет дождя. После него к ним подойти просто невозможно. Все в грязи и лужах. В каждой истории, а тем более в нашей, должно быть мнение 2-й и, возможно, 3-й сторон. Вот мы и решили обратиться к заместителю главы администрации города Канаша Дмитрию Байгулову. То, что касается благоустройства. Здесь я, наверное, вот раз уж вы задаете такой вопрос, у меня есть возможность обратиться и к жителям города. Все-таки это проблема, которая не только администрация. Все почему-то ко мне каждый день приходят люди и говорят: сделайте нам дворовую территорию. И, уважаемые собственники, эта проблема наша совместная. Мы ни в коем случае не переваливаем на вас решение этих проблем, бремя этих проблем. Но и просим вас принять в этом тоже участие. Поэтому сегодня, во-первых, действует одна очень большая программа – это формирование комфортной среды. Наш город в эту программу вошел, это национальный проект. Мы все знаем, что в текущем году мы провели большую работу, определили дворовые территории. 7 заявок было подано в администрацию на участие в этом проекте. Люди, которые согласились в этих 7 дворах принять финансовое соучастие в благоустройстве своих дворов. Многие встречают это немножко с недоверием. Но как только первые шаги по благоустройству этих дворов начнут делаться, люди увидят своими глазами, что есть возможность принять небольшое соучастие, а все остальное дополнит бюджет города и, значит, и федеральный бюджет, то, конечно, люди, мне кажется, с удовольствием будут принимать участие в этой программе. Это одно из направлений решения проблемы благоустройства своего двора. Поэтому здесь должна быть активность самих собственников. Это раз. Во-вторых, конечно, в городе действует муниципальная программа по асфальтированию дворовых территорий, работу которую мы проводим ежегодно. Вот он действительно, ваш гражданин сказал правильно, что проспект Ленина, 2-й дом в этом году попал. Ну, порядка, наверное, будет, сказать честно, каждый год 24-26 дворовых территорий. Вот в прошлом году мне данные дали 25 дворовых территорий на 13 с лишним тысяч квадратных метров мы все-таки заасфальтировали в городе. Это немало. Это действительно немало. Но учитывая то количество дворов, конечно, эта работа будет распределена на какой-то период времени. В текущем году проспект Ленина, дом 2, соседний дом с вашим, с Крючковым,
попал в эту программу, но я специально попросил, чтобы мне 4-й дом подняли. У нас 26 объектов в текущем году по ремонту дворовых территорий, но мы все знаем, что данные работы будут у нас и проведены уже на основании конкурсных процедур. У нас определился подрядчик, который уже приступает к асфальтированию этих территорий. И в результате конкурса у нас образовалась небольшая экономия. Мы сейчас эту экономию направляем на эти же цели, проводим повторные, значит, конкурсные процедуры. И вот просто, наверное, проспект Ленина, дом 4, он как раз в этой программе сидит. К сожалению, с такими проблемами сталкиваются не только жильцы домов номер 4 или номер 2. В нашем городе их много. Обидно только одно – непонятно, кто и что должен делать, чтобы наш город процветал. Им гордился каждый его житель. Не стыдно было пройтись по его улицам и площадям. Дети могли играть на красивых, ухоженных детских площадках, а их родители не боялись последствий. Это вопросы, на которые мы еще долго будем искать ответы. Марина Баринова, Евгений Назаров. Открытая студия.